Приветствую вас, дорогие девы, вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на неделю с 26 февраля по 3 марта. Я на круглой колоде посмотрю для вас 5 карт. Первая карта покажет ваше настроение, а 4 остальные карты покажут сферы жизни. Любовь, работу, деньги и здоровье. Так что давайте с вами смотреть. Девы, период с 26, вы перевернулись, королева пентаклей. Да, дев смотрим. Карты спрашивают, дев смотрим, да, дев. Период с 26 февраля по 3 марта. Покажите мне 5 карт. Первую это настроение будет, вторая личная жизнь, работа, деньги и финансы. 5 карт подряд. Ваше настроение, личная жизнь, работа, деньги и здоровье. Так, теперь кубики. Покажите мне, пожалуйста, для дев период с 26 февраля по 3 марта. Угу. 10-й дом показывает, важным будет для вас на этой неделе. Это дом карьеры, дом работы, дом наших достижений, нашего статуса. По 10-му дому часто меняется статус у человека. Он либо становится выше, либо ниже. То есть вот эта карта нам подскажет, куда по лесенке ползем, вверх или вниз. Дальше, значит, общение с тельцами может быть много на этой неделе. И вам выпадает южный узел. Южный узел как раз обещает такую, знаете, спокойную неделю. Вот, по идее, ничего страшного происходить не должно. В принципе, даже если что-то и происходит, то южный узел всегда говорит: не переживай, не волнуйся, ты это уже переживал много раз, у тебя уже есть опыт, поэтому нет повода для каких-то вот там волнений. Ну, давайте смотреть, посмотрим. Интересно, как проиграется. Ваше настроение. Что за настрой у вас? О, настрой боевой, 5 жезлов. Эта карта показывает, что вы будете очень энергичны на этой неделе. Стихия огонь, да, то есть вы загораетесь, у вас появляется активность, энергия, страсть, соперничество. Вам очень будет хотеться померяться силами с другими, поконкурировать. Это очень, кстати, хорошо для 10-го дома. Это позволяет нам лезть вверх по карьерной лестнице. Это карта борьбы, да, вот борьбы за место под солнцем, когда кроме меня есть еще кто-то, и чтобы забрать это место себе, мне нужно прикладывать усилия. Мне нельзя просто сидеть и ждать, пока мне это на голову упадет. Это всегда карта вызова. Вы не боитесь вызовов, вы не боитесь быть амбициозными на этой неделе. Это такая, знаете, встряска такая вот у вас будет. Хотя вот, казалось бы, южный узел обещал спокойную неделю, но по настроению вы не готовы просто пересидеть эту неделю, вы готовы действовать, вы готовы выходить из зоны комфорта, если это будет нужно. Так что хорошо. Давайте посмотрим, где-то пригодится вам это бойкое такое настроение. Личная жизнь. Ух ты, колесо фортуны. Колесо фортуны хорошо. Для личной жизни она показывает счастливые перемены. Меняется, личная жизнь меняется. И меняется благодаря Вселенной, высшим силам. Они вмешиваются в вашу жизнь и что-то в ней меняют. Колесо фортуны часто показывает, что события уже предопределены, их невозможно никак обойти. Если некоторые события мы можем избежать, некоторых событий, то здесь карта говорит: этого события ты уже никак стороной не обойдешь, то есть ты его уже проживешь. Поэтому ждет вас какой-то поворот судьбы в личной жизни. А что это, я не могу вам сказать конкретно. Это может быть развитие отношений, это может быть переезд, допустим. Если вы просто встречались, вы можете съехаться и вместе начать жить. Это может быть предложение, беременность, покупка недвижимости. То есть какие-то такие, знаете, глобальные перемены в паре. Даже если, смотрите, это может быть и что-то плохое, например, там расставание, развод тоже может быть. Но опять же, карта говорит, что для тебя это к лучшему. Вот что бы ни произошло, тебя эти перемены ведут вперед, и для тебя так лучше. Так что готовьтесь, какие-то масштабные перемены приближаются.
И как раз колесо у нас показывает смену сезонов, когда один сезон меняется на другой. Вот у нас сейчас меняется зима на весну, и вот как раз карта говорит, вот прям вот-вот уже, вот-вот это событие произойдет. Какое-то счастливое событие. Может быть, поездка. Поездка неожиданная, незапланированная какая-то, как вариант. Ну, в общем, здесь хорошо. Смотрим дальше. Работа. Мне интересна вот эта карта. Да, видите, и рыцарь жезлов выпадает. Рыцарь жезлов – это вообще самый-самый такой активный герой из всех героев на этих картах. Он ставит перед собой цели. Вот он, если поставил перед собой цель, его ничего не может остановить. Он готов действовать, он готов бежать, лететь, такой на запале работает. Ему надо все и сразу. У него нет такого, что вот я себе выстроил какой-то путь и буду постепенно. Нет, я хочу все сразу здесь и сейчас. Опять же, командировка может быть. Рыцарь может показывать командировку неожиданную, не запланированную. Командировка далеко может быть. Это, либо это какая-то будет авантюра на работе, авантюра, приключения. Вот то, к чему вы обычно не расположены, да, ко всяким вот этим авантюрам. Вот карта говорит, на этой неделе так может проиграться, потому что у вас такой настрой, такое настроение. Вы готовы померяться силами, вы готовы попробовать. Вы легки на подъем, карта показывает. И это, конечно, вот это ваше настроение, оно вас будет толкать на вот эти приключения. Так что я думаю, что неделька для вас будет очень-очень активной в работе. И это, возможно, даст вам какие-то перемены позитивные. Это может вам помочь получить должность. Это может вам помочь, допустим, сделать сразу несколько заказов, расширить свое дело, ну, продвинуться вперед, в общем, я бы так сказала. Так что вот неделя будет активной в работе. Ну, соответственно, если вы ищете работу, то же самое карта показывает. Вы будете активны в поисках, и это даст, возможно, какие-то результаты вам. Смотрим деньги. Деньги есть. А по деньгам, видите, карта говорит, жди, 7 пентаклей. На этой неделе может еще не быть. То есть уже кустик созрел, осталось чуть-чуть подождать, и вы сможете собрать этот урожай. Но не на этой неделе. Может быть. Ну, может быть, конечно, у кого-то и на этой, но ближе к концу тогда, скорее всего. Потому что вот именно в этой колоде он доволен. Видите, он улыбается, этот герой. Он не страдает. Если в классике он нарисован таким страдающим, вот типа я работал, и все без толку, денег нет, то здесь он как бы понимает, что я уже вижу этот урожай, мне просто нужно немножко подождать, и скоро я его буду складывать в кошелек. Так что тут вот не могу сказать. Либо это будет уже к концу недели, 7-й день, 6-7 день, либо это, возможно, вот будет следующая неделя, когда вы будете получать финансы. Ну, а получать однозначно будете. Просто нужно немножко подождать. Карта показывает. Смотрим дальше. Здоровье. Ох, ну и по здоровью выпадает король жезлов. Это же стихия, огонь. Вы переполнены энергией. У вас просто, вы знаете, как будто вас подключили к какой-то батарейке или к электричеству. Вы прям вот вам будет очень сложно усидеть на месте. Если выпадает, смотрите, такие огненные карты, если выпадают, то нужно обязательно заниматься спортом. Обязательно. Потому что эту энергию нужно куда-то сбрасывать. Если вы ее не будете сбрасывать, она будет просто переходить в конфликты. Вы будете постоянно искать себе, да, вот нарываться на какие-то приключения. Поэтому хорошо помогает спорт. Со спортом вся вот эта дурь, вся эта энергия, она выходит. Ну, которую, допустим, вот вы поработали, потратили, а она еще будет оставаться. Поэтому вечером вот было бы неплохо спорт, танцы, плавание, да, то есть какой-то активный, долгие прогулки, может быть, как вариант, чтобы остаток этой энергии его тоже надо будет куда-то выводить. Поэтому вот так. Здоровье отличное. Король жезлов может еще показывать врача. Допустим, если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, то карта говорит, если вы потратите время на свое здоровье на этой неделе, найдете какого-то специалиста, вы получите быстрые результаты. Пойдет быстрое восстановление, выздоровление. Так что для вас тут может быть даже такая подсказка.
Хорошо, в общем, неделька классная. Знаете, что только по финансам она не очень. По финансам не очень, а все остальные сферы прям очень хорошо. Смотрим совет. 5 плюс 10 плюс рыцаря не считаем 7. И короля тоже не считаем. Получается 22. 22 старший аркан это у нас шут. Потому что ну, шут вообще нулевой, но так как это совет, я его смотрю как 22. Что советует шут? Он говорит, что что-то новое врывается в твою жизнь, потому что шут это всегда какая-то новизна, новый опыт, новые приключения. И карта говорит, обязательно иди за этими приключениями, не бойся, пробуй. Это может касаться и личной жизни, смотрите, перемены. Допустим, там какое-то знакомство, или вам делают предложение, связанное с личной жизнью. Карта говорит, не бойся, пробуй, не отказывайся от этих возможностей. То же самое касается и работы. Если что-то новое врывается в вашу жизнь, не бойтесь. Допустим, там вас куда-то приглашают, вас посылают в какую-то командировку. Карта говорит, опять же, не отказывайтесь, пробуйте. Экспериментируйте. На этой неделе вам надо рисковать и экспериментировать. Это может принести вам хорошие результаты. И мне нравится то, что у вас вот эта карта выпала. У вас настрой такой, вы не боитесь как раз рисковать, и вы не боитесь пробовать, вы не боитесь конкурировать. И вот как раз вот это настроение может вам помочь. Если бы, допустим, там в другое время вы бы там хорошо подумали, вы бы все взвесили, а вот этот огонь, он будет вас подталкивать и говорит, давай попробуем. Ну вот так. Так что неделька обещает быть жаркой у вас, девы. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.